Здравствуйте, в эфире информационный выпуск новостей. В студии для вас работает Асан Абибулаев. Сегодня в нашей программе. На место ремонтных работ на улице Жени Жигалиной прибыли руководители республики города. Российские и немцы Германии хотят вернуться в Крым на постоянное место жительства. Жители дачного массива Каменка коллективные сады на протяжении многих лет не могут оформить свои земельные участки. Сегодня на место ремонтных работ дороги прибыли руководители республики города. Напомним, что на улице Жени Жигалиной в Симферополе снимают брусчатку, которую укладывали немецкие военнопленные около 70 лет назад. Снятие брусчатки вызвало недовольство среди горожан. Ремонтные работы на улице Жени Жигалиной в Симферополе идут полным ходом. Власти обещают, новое покрытие будет лучше, надежнее и современнее. В Симферополе на улице Жени Жигалиной ведется реконструкция дороги. Брусчатку здесь положили еще до революции. После Великой Отечественной войны ее перекладывали пленные немцы. Она пролежала здесь около 100 лет. По словам местных жителей, брусчатка была в хорошем состоянии и не нуждалась в демонтаже. Брусчатку, они говорят, что, мы ее будем перекладать в другом месте. Это очень хорошо, они ее уже убрали, да. Но дело в том, что, смотрите, они говорят, ремонтировать ее, мы не могли. Ее ремонтировать и не надо было. Вы видели, вон фотографии, ее никто не ремонтировал. Получается, последний раз ее ремонтировали 70 лет. 25-тонники, 40-тонники каждый день ездили. Ничего с той брусчаткой не было. И ничего бы с ней не было еще лет 300-400, а может быть даже и больше. Газовщики приехали, сорвали нам колодцы. С кирпичом совсем. Посмотрите, тут трубы порвали, вода идет. А нам как жить потом в этом? И кто нам это будет делать? Работу по демонтажу брусчатки вызывает возмущение большинства жителей улицы Жени Жигалиной. Однако, по мнению председателя Государственного совета Крыма Владимира Константинова, эта улица нуждается в масштабной реконструкции. Спикер считает, что ее нельзя было оставлять в том состоянии, в котором она находилась. Строительство новой дороги, здесь будет идти большой поток машин. И от того, что здесь будет брусчатка, здесь нет того исторического предназначения. Если бы это было пешеходное, наверное, можно было согласиться и оставить в этом виде, но все равно надо было ее ремонтировать. Дорога должна быть современная, нужно менять столбы, делать фасады и представлять новый уже, по сути дела, бульвар. Сейчас задача власти это реализовать, а депутатский корпус за этим будет следить, чтобы все произошло так, как на картинке нарисовано красиво. По словам Геннадия Бахарева, работы по снятию брусчатки проводятся в соответствии с подписанным договором о реконструкции дороги на улице Жигалиной. Глава городадминистрации утверждает, что проект прошел государственную экспертизу. Подрядчик дает 5 лет гарантии качества. По плану работники должны укрепить нижнее основание дороги. Стоимость проекта 41 миллион. Стоимость проекта 41 миллион, принцип отбора по значимости транспортного потока. Я повторюсь за Владимиром Андреевичем, совершенно верно сказал о том, что данная улица является дублирующим проездом для обводного пути большегрузного транспорта. Что это значит в части того, почему принято решение? Потому что отремонтировать брусчатку практически невозможно, нет такой технологии. Такого же камня мы не найдем, соответственно начнем, выражусь так чуть-чуть вульгарно, лепить всякие латки. Это бы выглядело более ужасно, чем мы имели в самом начале. Поэтому принято радикальное, я считаю, правильное решение. Заместитель председателя Комитета Государственного совета Республики Крым по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Сергей Шувайников говорит, что главное, чтобы покрытие было надежное. Главное, чтобы сделать ненадежную подкладку, не пожалели денег, чтобы все деньги пошли действительно на то строительство, которое по плану. И тогда мы посмотрим, если это будет качественно сделать, вопросов нет. Появится тротуар, появится нормальная дорога. Сколько прослужит? Посмотрим. Гарантию дают 3-5 лет подрядчики. Это уже покажет время. И деревья сохранить, сделать рекультивацию, убрать ветки, поставить новые столбы электрические. То есть сделать приличную улицу, чтобы было не стыдно, чтобы жители и я мог гордиться, что живу на такой красивой улице. Ситуацию с демонтажом брусчатки в историческом центре Симферополя обсуждают все крымские СМИ. Многие ставят под сомнение целесообразность проведения таких работ, учитывая состояние дорожного покрытия на других улицах города. Диалога между жителями улицы и представителями власти сегодня не получилось. Все стороны остались при своем мнении. Заасфальтировать дорогу планируется этим летом. Фатиме Сейтмамут, Руслан Хохлов, телеканал Миллет. Состояние дорог – актуальная тема для всех регионов Крыма. Сегодня в Ялте ход ремонта дорожного полотна проинспектировал глава администрации Андрей Ростенко. Асфальт в курортном городе кладется в несколько слоев, что позволяет добиться его долговечности. По словам Андрея Ростенко, ремонт дорог в старом городе не проводился давно, и в скором времени улицы города будут приведены в порядок. Проезд по отремонтированной дороге позволит разгрузить центральные улицы Ялты.
В диссертационном зале Крымского федерального университета имени Вернадского состоялся круглый стол на тему реализации основных направлений стратегии государственной политики до 2025 года, роль и место Крыма в укреплении единства российской нации и этнокультурного развития народов Российской Федерации. Директор Дома дружбы народов Республики Крым Лера Сумулиди подписала договор о сотрудничестве с Крымским федеральным университетом имени Вернадского. О важности подписания договора высказался проректор международной деятельности и информационной политики Сергей Юрченко. Было подписано соглашение о сотрудничестве между Крымским федеральным университетом имени Владимира Ивановича Вернадского и Домом дружбы народов, организацией, которая объединяет в себе усилия всех национально-культурных обществ и национальных автономий и реализует диалог между властью и общественностью по соответствующему кругу проблем. Этот договор предусматривает многогранное сотрудничество нашего университета с Домом дружбы, которая, несомненно, пойдет на пользу нашим студентам и всем крымчанам. Многие немцы, покинувшие полуостров несколько лет назад, хотят вернуться в Крым на постоянное место жительства. Об этом члены делегации из Германии сообщили представителям власти республики. Председатель Республиканского общества немцев Крыма Видер Гебурт Юрий Гемпель отмечает, что в региональную национально-культурную автономию немцев Республики Крым практически каждую неделю поступает обращение из Германии с просьбой оказать содействие в возвращении и обустройстве российских немцев на полуострове. На встрече с делегатами из Германии обсуждали именно такие вопросы. Это группа людей не просто, которые хотят приехать и воспользоваться какими-то благами, которые дает государство. Они готовы вкладывать свой труд в обустройство своего жилья. Среди этих людей достаточно много тех, кто занимается бизнесом, малым, средним бизнесом в Германии, которые готовы привести сюда и технологии, с которыми они сегодня работают. И вы знаете, один из самых вопросов, интересных вопросов и острых, это в чем дело, почему вдруг вы из Германии собираетесь вернуться назад в Россию. Это прежде всего, наверное, забота о своих детях и внуках. Потому что, на мой взгляд, в Германии идет, да и во всей Европе, интенсивное разрушение семейных и христианских ценностей. И практически каждый, кто приезжает, рассказывает вот об этой проблеме. Вилли Здор приехал из города Ингольштадт. В Крыму он уже второй раз. В этот раз российский немец надеется на поддержку власти и на помощь в обустройстве его семьи на полуострове. Мы сегодня увидели открытость крымского правительства по отношению к нам. То есть получили очень много ответов на те вопросы, которые мы задали. То есть нам очень понравилось, молодцы. Надеюсь, это не последний раз наш визит. И мы хотим дальше делать ту цель, которую мы наметили. То есть цель наша – переехать на полуостров и привезти с собой сюда наши семьи. Председатель Республиканского общества немцев Крыма Видер Гебурт Юрий Гемпель убежден, что сегодня стал актуальным вопрос о создании программы, которая бы оказала содействие нашим соотечественникам из Германии в возвращении и обустройстве в Крыму. Асан Абиблаев, Айше Шулакова, Ибраим Ганиев, телеканал Милет. Жители дачного массива Каменка коллективные сады на протяжении многих лет не могут оформить свои земельные участки. С возникшими трудностями чиновники им не помогают. В ситуации попыталась разобраться наша съемочная группа. Глава садового товарищества Каменского массива Татьяна Колотухина в течение года пытается решить вопрос с чиновниками об оформлении земельных участков. Она говорит, что из городского совета на свои обращения люди получают отказ. Решения о выделении земли в пользование не принимаются годами. 22 января по требованию городской администрации Татьяна подала план-карту. Это документ, устанавливающий границы объекта землеустройства. Но утверждения и вообще ответа от чиновников до сих пор не дождалась. Жители Каменки считают, что процедура оформления земельных участков сознательно тормозится властями. У меня было 4 приостановки, 3 отказа. Последний отказ был чисто формальный. Просто не хотят устанавливать границы. Кадастр отказал. Хотя мы подавали все как нужно. Через городской совет, относили туда диски, делали все как надо. Также Татьяна Колотухина рассказала, что администрации города разрабатывается новый генплан, в котором места для дачников Каменки просто нет. Житель коллективных садов Сидхалил Панич живет здесь уже 7 лет. Но ему до сих пор не удалось получить прописку в собственном доме, так как участок не оформлен. На данный момент он занимается межеванием территории. Мы хотим узаконить свою землю. То есть на основании того, что мы здесь живем, мы уже проживаем длительный срок здесь.
кто-то вообще живет лет по 15, да, с 80-х годов. Главный архитектор Симферополя Эрнст Мавлютов прокомментировал ситуацию для нашей программы. По словам Мавлютова, процесс оформления земельных участков сложный, поэтому надо равномерно и спокойно готовить документы. Главный архитектор уверяет, что подготовка генплана не имеет отношения к оформлению участков в Каменке. Сейчас процесс оформления проектов планировок и схем размещения должен быть активизирован. Как они его сделают, так сразу вперед. Никаких подводных камней нет. Жители дачного массива Каменка не теряют надежды, что в скором времени они станут полноправными владельцами собственного жилья. Султани Еситакаева, Асан Абибулаев, Дмитрий Низовой, Аким Бекиров, телеканал «Миллет». В результате пожара у 83-летней жительницы Кировского района Линии Аджумуратовой сгорели все документы и сбережения. Пожилой женщине, попавшей в беду, помогают неравнодушные люди. Наш корреспондент Мавелия Ююб побывала в селе Яркое Поле, где случилось происшествие. Пожар произошел утром 31 января. Линию Аджумуратову и ее племянницу разбудила собака. Женщины едва успели выбежать из помещения перед тем, как обрушилась крыша. Следствие установило, что причиной пожара стало замыкание в проводке. Крыша все дотла сгорела. Это нам все сделали хаша, большинство наши татары. Я же говорю, народ полностью все подтянулись. Низкий поклон всем соседям, людям. То, что не оставили нас самих. Линия Аджумуратова обосновалась в селе Яркое Поле с тех пор, как вернулась в Крым в 1990 году. Она проживала вместе с младшим братом, но он скончался в ноябре. После пожара одинокая женщина ютилась у знакомых. Я всегда помогала людям, а сейчас попала в такую ситуацию, и неравнодушные люди помогают мне. Они восстановили времянку, крышу и двери. По инициативе благотворительного фонда мусульман Крыма религиозные общины полуострова оказывают помощь Линии Аджумуратовой. Сейчас пенсионерка живет в своем дворе, во времянке. Ее помогли восстановить. Также уже восстановлены сгоревшие документы. Мусульмане едины, и мы должны помогать друг другу. Мы каждый месяц встречаемся в муфтияте, и когда узнали о происшествии, мы начали помогать вместе со всем Крымом. Сейчас работы по восстановлению жилья пострадавшей продолжаются. Желающие оказать помощь Линии Аджумуратовой могут обратиться в местные религиозные общины. Мавилей и Юпедам Исмаилов, Асан Зивадинов, телеканал «Миллет». Крымские спасатели соревновали за звание «Лучшая команда Главного управления по проведению аварийно-спасательных работ». 7 пожарно-спасательных отрядов Федеральной противопожарной службы Республики Крым, Симферопольский специализированный отряд и специальный морской отряд Керчи оказывали медицинскую помощь 2 пострадавшим, которые, по легенде, соревнования оказались зажаты в автомобиле. В Симферопольской детской художественной школе состоялась выставка-конкурс «Юный художник» в рамках республиканского проекта «Юный виртуоз». Конкурс проходит ежегодно под эгидой Министерства культуры Крыма. В нем приняли участие около 100 учеников художественных школ со всего полуострова в возрасте от 8 до 17 лет. Подробнее в сюжете Фадиме Сейдмамуд. Выставка под названием «Юный художник» – своего рода отчет о деятельности художественных школ и студий по определенной дисциплине за 4-летний период. Ежегодно выставляются работы учащихся по одному из направлений изобразительного искусства – рисунку, живописи, скульптуре, композиции. Этот конкурс стал традиционным. Подведение итогов обычно проходит в Симферополе. Раньше проводился сначала конкурс «Юный художник», а потом сразу за ним шел семинар. А в этом году решили разделить конкурс детский и семинар на 2 части. И провели семинар отдельно, конкурс детский «Юный художник» отдельно на базе нашей школы, а семинар будет проходить в июне месяце в Ялте. Эльвина Айвазова – ученица художественной школы в Кариизе. Она занимается уже 3 года. По мнению Эльвины, изобразительное искусство дает возможность развить свою фантазию и наблюдательность. Александр Шиханин – старший преподаватель художественной школы, где занимается Эльвина. Он высоко ценит потенциал воспитанницы, хвалит ее за упорство и трудолюбие. По мнению педагога, конкурс «Юный художник» приобщает детей к миру искусства и приучает их ценить духовные ценности. Это очень важное и полезное мероприятие, конкурсы среди детей, потому что это, в общем, такая серьезная проверка их возможностей, их сил. Результат всегда будет положительный. То есть в любом случае все, что будет происходить с учащимися, однозначно результат будет положительный. Успехи ребят и их педагогов будет оценивать профессиональное жюри из числа авторитетных специалистов в области изобразительного искусства и просвещения. Фадиме Сейдмамуд, Ибраим Ганиев, телеканал «Миллет».
Всероссийский кинофорум «Рукопожатие» представит в Симферополе фильмы из своей программы. Сеансы начинаются с 13 часов. Они состоятся в кинотеатре «Космос» с 18 апреля по 20 апреля. Вход свободный. На этом наш выпуск подошел к концу. Следите за новостями на полуострове. До новых встреч!